Benvenuti nel TG Russo. Владимир Путин провел встречу с избранными главами субъектов Российской Федерации. Владимир Путин провел встречу с высшими должностными лицами субъектов Российской Федерации, избранными в ходе региональных выборов в единый день голосования. Президент подчеркнул, что цель и смысл встречи в том, чтобы понять и зафиксировать, что после победы главам субъектов нужно не просто поздравлять друг друга, а осознать, что на их плечах огромная ответственность за судьбы российских регионов. Руководитель региона Российской Федерации – это, конечно, уровень общероссийский, общереспубликанский, это очевидный факт, но задачи, которые вы должны решать, носят конкретный, сугубо, как правило, хозяйственный характер. Я очень рассчитываю на ваш опыт, на ваше желание и умение организовывать эту работу, добавил президент. Новость опубликована 10 сентября пресс-центром Кремля. Телефонный разговор президента России с премьер-министром Японии. Состоялся телефонный разговор президента России Владимира Путина с премьер-министром Японии Синдзо Абе. Глава российского государства тепло поздравил Синдзо Абе с убедительной победой Токио на выборах столицы летних Олимпийских игр 2020 года. В свою очередь, премьер-министр Японии высоко отозвался об уровне организации и результатах прошедшего в Санкт-Петербурге саммита Группы 20, пожелал успехов в проведении зимней Олимпиады 2014 года в Сочи. При обсуждении ситуации в Сирии Синдзо Абе высоко оценил предпринимаемые Россией усилия по урегулированию конфликта. Новость опубликована 10 сентября пресс-центром Кремля. Владимир Путин возглавил заседание Совета Безопасности. Владимир Путин провел расширенное заседание Совета Безопасности, посвященное основным направлениям государственной политики на территории Северокавказского федерального округа. Владимир Путин отметил, что Кавказский регион чрезвычайно важный, он исторически занимает ключевое значение для безопасности всей России и определяет российские позиции на всем южном стратегическом направлении, и в Причерноморье, и на Каспии. Это регион с большим демографическим ресурсом, с уникальными природными климатическими возможностями. Здесь пересечение важнейших международных транспортных коридоров. Все это хорошая основа для развития, для притока инвестиций, для роста деловой активности, сказал президент. В правительстве разработаны основные направления государственной политики в Северокавказском федеральном округе. Документ учитывает современное положение дел в регионе, содержит широкий круг задач и направлений деятельности как на текущую, так и на долгосрочную перспективу. Одним из безусловных приоритетов политики на Северном Кавказе, по словам Владимира Путина, должно стать повышение темпов социально-экономического развития и повышение уровня безопасности в округе. Новость опубликована 9 сентября пресс-центром Кремля. Владимир Путин провел совещание о бюджетных проектировках на 2014-2016 годы. Президент России Владимир Путин возглавил совещание по вопросу о бюджетных проектировках на 2014-2016 годы. Рассматривались ключевые аспекты формирования федерального бюджета и внебюджетных фондов на предстоящий период. Владимир Путин попросил обратить внимание на ключевые моменты: финансирование работ по ликвидации последствий паводка на Дальнем Востоке, контроль того, как в проекте бюджета учтены положения бюджетного послания президента, прежде всего в части, касающейся финансового обеспечения исполнения прошлогодних майских указов, реализация крупных инфраструктурных проектов, помощь в распределении бюджетов в субъектах Российской Федерации, а также Владимир Путин предложил обсудить пенсионную реформу. Новость опубликована 11 сентября пресс-центром Кремля. Владимир Путин поздравил с юбилеем народную артистку СССР, художественного руководителя МХАТ имени Максима Горького Татьяну Доронину. В поздравительной телеграмме в частности говорится: «Вы в полной мере реализовали свой неиссякаемый творческий потенциал, состоялись как талантливая актриса, настоящая звезда отечественного театра и кинематографа, как вдумчивый серьезный режиссер. Все ваши работы отмечены особой духовной силой, глубоким знанием человеческих характеров, безупречным художественным вкусом и проникнуты искренней любовью к России. Большое и щедрое дарование, преданность избранному делу, неизменное стремление к вершинам мастерства заслуженно снискали вам поистине всенародное признание». Выставка, посвященная Джузеппе Верди, откроется в Москве. 12 сентября в 18:30 в Государственном музее Александра Сергеевича Пушкина
состоится открытие выставки посвящения Джузеппе Верди к 200-летию со дня рождения. Декорации и костюмы из Римского оперного театра. На выставке будут представлены 18 костюмов, 12 афиш и более 90 эскизов костюмов и декораций. Исторический архив Римского оперного театра отобрал для знакомства с российской публикой эскизы декораций и костюмов, а также сами костюмы, которые были созданы для шедевров Верди, поставленных в Римском оперном театре на протяжении прошлого века. На выставке представлено творчество таких художников, как Лукино Висконти, Франко Дзеффирелли, Пьерлуиджи Пицци, Данило Донати, Николая Бенуа, чье вдохновение сделало зримым исторический контекст, место действия и персонажей опер Джузеппе Верди. Новость опубликована 11 сентября на сайте Государственного музея имени Александра Сергеевича Пушкина. На сегодня все. Благодарю за внимание. Увидимся на следующей неделе. Grazie per attenzione. Ci vediamo la settimana prossima. Questo programma è stato realizzato con il patrocinio dell'Istituto di Cultura Russa Mikhail Lermontov di Napoli.